على كل طريق حيث لين سهل. Не сообщить ли вам, не рассказать ли вам о том, кто станет запретным из людей, то есть кто из людей станет запретным для огня ада единственным. Запретным, то есть огонь ада не коснется каждого, который полюбит Аидин, Лейдин, Сахин. Имеется в виду к людям благодаря хорошему обхождению с ними, которое отличается мягкостью характера, легкостью. То есть такой человек, который именно мягкий, близкий, имеется в виду мягкий, легкий, то есть в общении, то есть непринужденный с ним, и тяжело находиться с ним, то есть как-то с этим человеком легко общаться, ему в любой момент можно позвонить, в любой момент можно к нему прийти и попросить по любой нужде. Вот именно такого человека, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не коснется огонь ада. Сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, от Тибриди этот хадис передан, хадис Асан, хадис хороший. Следующие аяты, следующий раздел относительно прощения и необходимости или желательности отстраняться от невежественных людей. Аллах Та'аля в Коране говорит, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Держите прощения, то есть часто делать так, чтобы прощать людей и повелевать плохому, побуждать добру и отдаляйся от невежества. В следующей суре Аль-Хиджр 85 аят Аллах говорит: تصفح الصفح الجميل. الله العظيم. Сделай же прощение великодушно, то есть красивым образом. Следующая история Нур, пусть же они прощаются, разве вы не хотите, разве вы не хотите, разве вы не желаете, чтобы Аллах Та'аля простил вас, Аллах Та'аля прощающий и милосердный. Аллах Та'аля обращаясь к людям, говорит, что прощайте вы сами прощаете, и Аллах Та'аля вас тоже будет прощать. Разве вы не хотите, чтобы Аллах Та'аля, разве мы не хотим, чтобы Аллах Та'аля нас простил, наши прегрешения, наши грехи простил, все людей? Мы же все этого хотим. И чтобы Аллах Та'аля нас простил, одна из причин того, чтобы именно прощение Аллах Та'аля, чтобы мы в этой жизни прощали друг друга, в первую очередь своих братьев, близких. Следующий аят, Аль-Имран, 134 аят, Аллах Та'аля в Коране говорит: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العظيم. الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Эти люди, которые прощают людей, потому что Аллах Та'аля любит мухсинин. Мухсинин — это те, которые творящие добро. وَلِمَنْ صَبَرَ فَصَبَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق الله العظيم. Что же касается тех, кто проявлял сабр, терпение и гафара, и проявлял прощение к людям, поистине это из тех качеств, которые из решимости в делах, азми умур. То есть именно проявлять терпение и прощать людей, это удел мужества.
каждый может простить, кто-то вот какую-то обиду носит там, в течение там, 10, 20 лет, 30 лет, потом при возможности напоминает ему о том, что когда-то кто-то причинил ему вред, трудности, вот он переживал, чтобы этот человек донести, то, что вот я когда-то пострадал, и не должен мстить ему, например, спустя там сколько-то лет, там, меня в школе кто-то обижал, или там в институте кто-то меня обманул, или там кто-то еще там, вот таким образом, что человек не может простить из-за слабости, из-за своей собственной слабости, потому что именно терпение, слабо, и амфа, прощение, это удел сильных, мужественных людей. Вот насколько мы сильны, насколько мы мужественны, насколько мы честны перед Всевышним Аллахом, насколько мы счастливы. По поводу аятов из Корана очень много упоминается по поводу именно доброты, мягкости, терпения и отстранения от именно тех кружков, которые собираются для греховных дел, для содержания тоже от этого отстранения тоже очень много аятов приводит. Хадисы от Айша бин Хадис, радиаллаху анха, она сказала: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. Посланник Аллаха, смотрите, лучший пример для всего человечества, который возглавляет список великих людей всего мира, то есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже среди атеистических людей, даже среди людей неверующих, даже среди людей других писаний, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, по своей значимости, как историческая личность, он занял первое место, обогнав даже Ису, алейхиссалям. Сейчас там по третьем месте, по-моему. Первое место пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, да, вот это вот, один ученый, именно список выдающихся людей мирового масштаба за всю историю. И вот этот тот человек, с которого все мусульмане берут пример, никогда не бил рукой ни женщин, ни слуг, ни животных. То есть это вот битье, имеется в виду вот как из-за гнева, из-за вот ярости, жену или там детей, имеется в виду вот слуг или же животных. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе говорится, что никогда не прикладывал свою руку. Кроме как из-за тех, кто юджахиду фи сабилиллях, то есть те, которые на пути Аллаха какую-то провинность несли. В данном случае, получается, он использовал свою силу ради вынесения шариатского решения, но не ради самого себя. То есть, если человек, я вот уже привожу пример, если человек, например, в шариатском государстве и признался, то есть, или признали его, то вот это вот битье палками, имеется в виду, это уже предписание шариата. И он исполнял это не из-за самого себя, а именно из-за того, что это предписал Всевышний Аллах. А сам от себя, например, там непослушная там, жена, там, или там слуга, например, подчиненные какие-то там, или животные, например, да, вот так вот он всех пинать, там, тем более, или бить, он себе такого посланнику не позволял. Аллаху муслим. А там на следующий хадис передан, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы, говорит, шли с посланником Аллаха, на котором был плащ. Мы, говорит, шли вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на нем был плащ Нуджрани. Нуджрани — это такой пошив
лазеронийский, я сейчас не могу сказать, как именно образом он там пошит, но такое название такого плаща. Халидуль Хашия, который был очень грубого пошива. И достиг его, то есть нас в данном случае достиг Араби Ибрин, взял его за его плащ и сильно потянул его. То есть сильно потянул настолько, что я как увидел на его почетной шее след от этого. То есть от того, как он потянул вот этот вот плащ, вот этот заворотник, видимо, на шее след даже остался. То есть настолько сильно он его потянул. И сказал ему: «Я Мухаммад, о посланник, о Мухаммад, мурли мин мали ляхи лади индака». Дай же мне то имущество, сделай же, повели мне отдать то имущество, которое Аллах Та'аля тебе дал. В то время мушрики, многобожники из числа курайшитов, в том числе, отговаривали этих невежественных бедуинов, некоторых, чтобы они, как раз таки, чтобы вот навредить посланнику Аллаха, и они говорили: идите скорее и попросите, потребуйте у Мухаммада, чтобы он дал вам то имущество, которое ему дал Аллах. Просите его таким образом, грубо просите, иначе, если мягко попросите, он вам не даст. Вот примерно так они подговаривали. И таким образом подговаривали невежественных людей, чтобы они приходили и специально вредили посланнику Аллаха. Вот в данном случае этот пример. Бедуин подбежал, сильно потянул его за шею, настолько, что у него след остался на шее. И сказал: дай, сделать, повели, чтобы мне дали из казны мусульман, которые дал Аллах. Таким образом их обманывали, что якобы Аллах дал им имущество, имеется в виду, и этим имуществом, чтобы он делится, если ты его сильно не попросишь, гневно, то он тебе может и не дать. И таким образом. А что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, смотрите, что сделал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, освободился, потом засмеялся, потом повелел, чтобы что-то дали. То есть он мог бы, как бы в данном случае кто-то из нас бы отреагировал. Если бы кто-то сильно потянул бы сразу с разворота, может быть, там положили бы этого невежественного человека так бы, или с вертушки там кто-нибудь бы там сразу достал. Но в тот момент пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был великий человек, он был признан, его уважали, и с ним часто ходили рядышком его сподвижники, его близкие, которые в любой момент могли, готовы отдать свою жизнь, отдать свое здоровье, чтобы сохранить честь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Несмотря на это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, очень был добрым, мягким, и даже вот в этих подобных случаях, зная именно вот невежественность, он не стал его ругать: ты там сначала научись там, сначала поздоровайся, сначала там что-нибудь еще что-нибудь сделай, потом только проси у меня. Вот как бы не так он начал обращаться, а начал таким образом мягко и дружелюбно обращался в любом состоянии.